«Разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот», и вас сегодня приветствует Елена Черкова. Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер, как обычно, для ваших смс-сообщений, напомню, +7 927 304 1051. Писать можно еще и в Телеграм. Если пишете смски, пожалуйста, подписывайтесь. Кстати, многие из вас грешат тем, что не подписываются, и потом непонятно, с кем мы Я вот тоже об этом подумал. разговариваем. Вчера буквально, да. То ли мы мало напоминаем, хотя вроде стараемся говорить об этом. Трансляции у нас на YouTube, на Фейсбуке традиционно запущены. Нас там можно смотреть. Там, кстати, можно пересматривать и все наши старые эфиры, если вдруг кому-то хочется, не знаю, вот в субботнем вечером заняться. Мы, как обычно, в прямом эфире работаем, почитаем сегодня прессу, поголосуем, послушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас в гостях был наш коллега Андрей Иванов, обозреватель издания «Правда ПФО». Во второй части программы у нас гости. В Уфе, кстати говоря, если кто не в курсе, вот уже буквально на днях беспринципные чтения пройдут с писателем Александром Цыпкиным и актером театра и кино Дмитрием Чеботаревым. Как раз вот они сегодня к нам в гости придут, расскажут, что же такое беспринципное чтение и вообще, что там будет происходить. Да, зачем туда стоит идти. Ну, а мы, как обычно, начинаем с газет и с сайтов. Пресса с доставкой на дом. Сегодня у нас все с отбивкой, и начну я с материала на медиакор-сети. Вывезли все, двоеточие. В Уфе бизнесмены пострадали от силовиков. Большой материал сразу скажу. И о том, как у нас, в общем, поддерживается благоприятный инвестиционный климат. Конечно же, в кавычках, как он поддерживается. Полиция конфисковала у предпринимателей все оборудование, товар и личные вещи. Через некоторое время имущество, которое якобы находилось на складах полиции, появилось в продаже. Это по словам самих бизнесменов. Полиции заявили, что провели контрольную закупку и выявили опасную незамерзайку. А потом контрольную продажу. Очень захватывающая, в плохом смысле этого слова, да, история. Предприниматель, один гражданин Беларуси, другой уфимец, в 2016 году начали бизнес, планировали производство продуктов питания, причем каких-то таких современных, экологичных, да, вот новомодных. Но для начала, чтобы раскрутиться, решили пойти простым путем, занялись производством различных химических, я не знаю, как это назвать, средств, да, в том числе незамерзающей жидкости для использования в автомобилях. Вот. Пишут о том, что они какие-то там новые рецепты придумывали, отталкивались от Рецепт незамерзайки? Да. Оказывается, да, незамерзайка может быть разной. 4 звезды Мишлена просто. Вот. И добавляли туда все как по ГОСТу, чтобы запах был. Вот на самом деле вот эти левые незамерзайки, которые возле дорог продаются за 100 рублей, их автолюбители любят за то, что там запаха нет. Но по правилам она должна быть с запахом, и вот когда мы покупаем официальную незамерзайку в магазинах, она всегда очень такая резкая. Так вот, они все делали по правилам, по их словам, опять же. Но в один прекрасный, в кавычках, день к ним заявились, задержали одного из предпринимателей, другого не было на месте. В их отсутствие весь склад и все содержимое офиса было, я не знаю, конфисковано, да, по результату там ничего не осталось. По счастью, у предпринимателей была скрытая камера наблюдения, по которой они после восстановили последовательность событий и на сегодняшний день пытаются эту историю разобрать, но, как они пишут, ущерб уже бизнесу 50 миллионов рублей, по сути бизнес уничтожен, решений до сих пор нет, большое количество отписок, 12 следователей в СКР было поменено за это время. И конца и края этой истории не видно. Поэтому о том, в какую ситуацию можно попасть, занимаясь бизнесом в Башкирии, читайте на медиакор-сети. Прекрасно. Раз мы с полицейских начали, я хочу обратить внимание на материал, который вышел на портале УФА-1 совершенно внезапно. Я, честно говоря, даже посмеялась местами. Бывший начальник угрозыска Нефтекамска, обвиненный в пытках, меня хотят посадить в тюрьму незаконно. В эксклюзивном интервью экс-полицейский назвал тех, кому выгодно убрать его с дороги. Спойлер, это прокурор Олег Горбунов. Вот так вот. То есть, на самом деле, совершенно потрясающий, конечно, текст, очень прям такой захватывающий. Короче, смысл в чем? Я напоминаю, да, эту историю. Двух полицейских из Нефтекамска обвиняют в пытках местного жителя Венера Мардамшина. Это очень громкое дело, которое ведет комитет против пыток уже несколько лет, оно тянется. Сейчас начался повторный процесс в феврале, да, он вот продолжается почти каждую неделю. Заседание проходит в Янауле, потому что Нефтекамский городской суд
суд попросил перенести в любой другой суд, чтобы якобы там не подставлять себя и, в общем-то, не там вызывать вопросов к правосудию. Полицейский, один из них, Эльвир Сагитов, подполковник, вот дал интервью УФА-1, говорит, что в общем-то, его подставили, что дело на самом деле все против него сфабриковано, что сам Венер Мардамшин, которого пытали, и есть медицинская экспертиза, подтверждающая, да, серьезные травмы, которые он получил, что Венер Мардамшин действительно сам преступник, что он якобы похитил одну там местную предпринимательницу, потом... Поэтому можно его пытать? Или он сам себя пытал? Тут непонятно, кто его пытал на самом деле. Тут вот про пытки вообще слова никакого нет. Что Мардамшин якобы там то ли украл, то ли похитил, то ли что-то еще сделал телефон у этой женщины, которую похитил тоже, якобы потом продал этот телефон. И вроде как, когда ему вменили, в общем-то, вину в 3 преступлениях, в разбое, угоне машины и похищении человека, Венер Мардамшин пошел ва-банк. Обратился в Следственный комитет и прокуратуру, это я сейчас цитирую материал УФА-1, с жалобой, дескать, отдел МВД России по городу Нефтекамску применил к нему недозволенные методы ведения следствия. Я напомню, Венера очень много и часто били электрошокером, в смысле током били, и подвешивали между 2 столами на палку от швабры. В таком состоянии, как он утверждает, он находился несколько часов, в общем-то, и при этом его периодически просто избивали руками и также били током. Ну и, как пишут наши коллеги из УФА-1, соцсети и средства массовой информации республики взорвались, в Нефтекамске полицейские пытают задержанного по подозрению в преступлении. За Мардамшина вступились правозащитники. Историю с его слов они опубликовали на официальном сайте Комитета против пыток. Удивительно, кстати, что не вспомнили они про якобы статус инагента у Комитета против пыток. Да. Мне кажется, вот в этом материале было бы прям идеально напомнить, да, что это вот инагент. За юридической помощью обратился Венер Мардамшин. Там большой кусок как раз из текста, который коллеги наши из КПП опубликовали. Заявления вызвали большой общественный резонанс. По факту пыток задержанного следователя возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Началось расследование, но причастность конкретных полицейских, тем более Эльвира Сагитова, к преступлению оперативно-розыскные мероприятия экспертизы не установили. И под ЗАГ. Подозреваемый уходит из зала суда, полицейский заключается под стражу. Прям как триллер читаешь. Очень круто все, очень круто написано. Прям местами, конечно, так забавно коллеги апеллируют доказательствами невиновности, да. Там приводят, например, историю с окурком сигаретным, по которым якобы вычислили Мардамшина, но если почитать материал экспертизы, то этот окурок, по которому действительно пытались Мардамшина как бы вычислить, да, и привлечь. Окурок, на самом деле, я сейчас не помню, он то ли старше события преступления, то ли, наоборот, младше, да, то есть он как бы, вот сигарета была сделана намного там раньше или намного... Я, к сожалению, не помню, в какую сторону по возрасту там они не совпадают. Ну, короче, по времени не совпадает производство сигареты и момент вот этого преступления, в котором Мардамшина якобы обвинили. Ну, в общем, очень крутой текст. И на самом деле самое потрясающее, что полицейский Эльвир Сагитов говорит, что против него дело было возбуждено, и обвинительное заключение утверждал Олег Горбунов. Я напомню, Олег Горбунов сейчас находится под стражей, его обвиняют там в получении 10, по-моему, миллионов взятки, да? Вот, что, короче говоря, Олег Горбунов прям сам лоббировал вот это все дело, а судья, которая сейчас рассматривает процесс в Янауле, на самом деле она от Верховного суда, в общем-то, судья, и она подчиняется Верховному суду, и, короче, она тоже проталкивает вроде как мнение стороны... Обвинение, да, а не стороны полицейских. Короче, просто потрясающий текст, прям ряд... Я получил большое удовольствие. Ну, раз уж так пошло, у нас сегодня почти весь обзор прессы, видимо, будет про полицию. Медиакурсеть большое исследование опубликовала, они так и назвали свою статью. «Почему в Башкирии некоторые полицейские стали самоубийцами?» Подзаголовок такой. «Только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой 6 полицейских. За минувший год связали счеты с жизнью 10 сотрудников правоохранительных органов. Что это? Системный сбой, недостаток работы психологов при МВД, печальные итоги палочной системы или нечто другое?» Пытались
пытались выяснить наши коллеги. Сразу вот издание отмечает, что при публикации в МВД по Башкирии им отказали в запросе по итогам всех служебных проверок, сославшись на конфиденциальность информации. Но взамен предоставили возможность самим пройти психологическую подготовку, состоящую из нескольких этапов, которые проходит каждый будущий и нынешний полицейский. Ну, то есть испытать. Да, кстати, на медиакурсе скоро выйдет вот текст, как это все проходит на самом деле. Да, обязательно об этом поговорим. Ну, вот здесь одна из историй. Первое. Дело Александра Афанасьева. По сути, последний эпизод, который вот также в СМИ прозвучал. 24 февраля в Черниковке покончил с собой заместитель начальника отдела полиции номер 8 подполковник Александр Афанасьев. В общем, об этом мы писали. Он упал с балкона 11-го этажа. Предсмертной записки рядом с ним не найдено. Спиртного в крови также не обнаружили эксперты. Тогда сообщили МВД, что мужчина покончил с собой из-за конфликта на семейно-бытовой почве. Была начата служебная проверка. И вот дальше издание опросило супругу погибшего, родственников. В основном получается так, по их мнению, что большие сомнения в том, что он покончил жизнь самоубийством. И дополнительные какие-то вот аргументы, которые тут есть, показывают, что вряд ли это он мог сделать сам. Соответственно, есть подозрение, что кто-то ему помог уйти из жизни, но официальная версия этот момент не отрабатывает, по мнению наших журналистов. Поэтому не все так чисто в этой и во всех остальных историях, которые в этом материале. Есть у меня еще бонус, быстренько по нему пробегусь. Свежий номер, сегодня же четверг у нас, вот сегодняшний прям номер. На первой полосе в Башкирии создан опасный прецедент преследования бизнеса, материал Рамиля Рахматова. 4 апреля мировой суд Буздякского района вынес нелогичное, на наш взгляд, решение, которое фактически уничтожает самарскую компанию «Абсолютстрой», вместе с тем создает угрозу всему деловому климату в республике. На днях мы рассказывали об абсурдной истории в Буздякском районе, где нарушивший ПДД водитель фирмы «Абсолютстрой» пытался неофициально решить вопрос с сотрудниками ГИБДД. Предлагаем 1000 рублей, да, казалось бы, 1000 рублей всего. Однако вместо возбуждения в его отношении уголовного дела правоохранительные органы решили наказать штрафом в 1 миллион рублей работодателя, водителя-неудачника. Если данное решение устоит, фирма будет вынуждена не только оплатить большой штраф, но и вообще ликвидироваться, так как будет внесена в специальный реестр. Из-за этого компания не может участвовать в торгах. Это материал на первой полосе с уходом внутрь. Есть здесь также материал тоже Рамиля Рахматова «Разбор и планы». Ради Хабиров отчитался о работе правительства перед депутатами Заксобрания. Здесь потрясающая фотография. Дим Колпаков ее сделал на фоне, значит, то есть Ради Хабиров стоит такой вот, посмотри, как здорово. Тут просто надо видеть эту фотографию, попытаюсь ее писать. Короче, на фотографии Ради Хабиров очень размытый. И фокус на фотографии на Константина Толкачева, который на заднем плане сидит, закатив глаза просто совершенно куда-то вот к затылку. Очень классная фотка, такая типа, господи. Ну вот прям Константин Борисович, видимо, устал. Быстренько еще скажу, есть тут материал тоже Рамиля Рахматова, куда же без него, про то, сколько, что нажили члены команды Радия Хабирова в Подмосковье. Самым состоятельным оказался вице-премьер Раиф Абдрахимов. Ну, здесь прям вот подсчитано, у кого какие заработки, кто чего заработал, какие деньги получил. Так что, если кому интересно, обратите внимание на свеженький бонус. Ну что, время обзора прессы у нас подошло к концу. Сейчас предлагаем вам послушать фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера был обозреватель издания «Правда ПФО» Андрей Иванов нашим гостем. Поначалу казалось, что ты воспринял отставку Хамитова и особенно приезд Хабирова в регион в целом позитивно. А потом вот что-то резко изменилось. Почему? У Радия Хабирова в последние, наверное, месяц-два появились проблемы с восприятием реальности. На самом деле, как я вижу, приход Радия Фаритовича очень многие в республике восприняли с воодушевлением. И очень много первых его шагов было правильных. И даже сейчас всерьез говорить, что у Радия Фаритовича могут быть какие-то проблемы с переизбранием, на мой взгляд, некорректно. То есть у него действительно очень высокий уровень доверия. Мне кажется, что вся республика очень сильно надеется на то, что он действительно сможет сделать ее лучше. Другой вопрос, что сам Хабиров стал допускать какие-то совершенно детские просчеты и стал совершенно очевидно нервничать. Может быть, есть какой-то действительно повод у него нервничать, но мне кажется, что этого повода нет. Что перед ним действительно стоит очень серьезная задача, но он действительно человек, который в состоянии ее решить. Но вместо этого он начинает путаться в цифрах, приводить какие-то там недостоверные данные, в том числе на федеральном уровне. Вот недавно на коллегии Минэнерго он просто взял данные за 2 месяца развития промышленности и выдал их за данные за 3 месяца. Но это просто детская ошибка. Но ведь человек сам эти цифры не готовит, кто-то из помощников
подготовил, в общем, и наверняка выводы будут сделаны, нет? Ну, выводы не сделаны до сих пор. И еще одна вещь — это крайне нервная, как мне кажется, реакция Ради Хабирова и его команды. Даже не на критику, даже, знаете, информационная война против Хабирова еще даже не начиналась. То есть это совершенно нормальная обратная связь журналистского сообщества, общественников. И я помню, что при всех недостатках предыдущего главы он не делал попытки бороться с высказывающими какую-то альтернативную точку зрения. Сейчас мы видим от Ради Фаридовича какие-то чрезмерно резкие высказывания и чрезмерно резкие действия в отношении некоторых людей, которые, как мне кажется, ему просто не по статусу обращать внимание даже на мнение, на действия этих людей. И вот его нервная реакция и реакция некоторых членов его команды на какие-то вещи, она выдает в первую очередь, как мне кажется, свою неуверенность и повышает рейтинг тех, кто критикует Ради Фаридовича. Вот в качестве примера я могу сказать, что Ради Фаридович сделал огромную рекламу нашему изданию, когда там забанил меня в Фейсбуке. У нас и посещаемость, и все остальные показатели полетели буквально вертикально вверх. С тех пор, кстати, держатся эти рейтинги? Да. Выражаю недоумение тем, что человек с таким огромным кредитом доверия так странно и нервно себя ведет. Как ведут себя по-настоящему уверенные в себе люди. Я вижу, как себя ведут гости из Татарстана, когда посещают Башкортостан. Я вот сейчас, может быть, немножечко некорректно по отношению к жителям Башкортостана скажу, да, но во многом благодаря Радио Хабирову, вот его слогану «Без Ехшарак Булдарабыс», да, весь Башкортостан живет подзуживанием соседей татар на тему, что вот мы вас догоним. И как относятся к этому жители Татарстана? Они говорят: конечно, догоните! Вы же наши мишки замечательные. Ну, вспомните, как вот господин Миниханов приезжал, как его всячески подзуживали. Он сказал: братья, замечательные вы наши, вот вам портрет Акмулы, давайте жить в дружбе, в мире и так далее. Или там еще один пример, когда был Digital Kurultai, и в нем принимал участие интернет-деятель из Татарстана, сейчас не вспомню его фамилию, ну, очень интересная была презентация про вещи, связанные с интернетом. В президиуме сидели люди, в том числе из команды Хабирова. И когда он завершил эту презентацию, то первое, что ему сказали: ну, презентация хорошая, а теперь давайте вот громко в микрофон скажите: Салават Юлаев чемпион. Ребят, ну что за детский сад? Да? Ну, честное слово, ну это просто... И он сказал: ну хорошо, Салават Юлаев чемпион. То есть вот люди по-настоящему уверенные в себе, они не банят неугодных, они не употребляют там словосочетания типа там гриппозные носы, там что вы на меня давите и так далее. Они спокойно продолжают дожимать. Вот если они решили, то они это делают. Они это делают спокойно и уверенно в себе. И вот последние вещи, которые я вижу, они выдают неуверенность. Я даже не понимаю, на чем... То есть какие-то предположения могут быть? С точки зрения электоральных перспектив у Ради Хабирова точно все хорошо. С точки зрения того, чтобы догнать Татарстан, этим действительно живет республика. Я вот как человек, который с прошлого лета здесь живет, я вот могу сказать, что мне действительно больно и обидно за Башкортостан по сравнению с Татарстаном. В последние несколько лет я работал в регионе, который при всем своем желании ни Башкортостан, ни Татарстан догнать не может, у него нет таких ресурсов. Но познакомившись с этим регионом, я вижу, что здесь круче природа, чем в Татарстане. Здесь круче нефтянка, чем в Татарстане. Здесь мощнее экономика. Ну почему, когда я еду через Татарстан, я вижу совершенно другой уровень развития инфраструктуры всего, и я не вижу этого здесь. И сейчас наконец-то появился человек, который может это сделать. Вся республика хочет, чтобы он это сделал. Вместо этого этот человек наезжает на каких-то отдельных голодающих, действительно голодающих дольщиков, устами своих помощников наезжает на обычных журналистов, которые делают просто свою работу. Почему это происходит? От него ведь не этого ждут. От него ведь ждут, чтобы он действительно начал делать так, чтобы Башкортостан занимал место на карте, которого он достоин. Андрей Иванов в программе «Персонально ваш» был вчера в гостях нашей студии, и вот он высказал такую точку зрения, да, по поводу той реакции, которую Ради Хабиров озвучивает порой на некие посты в социальных сетях, на критику в свой адрес. И в связи с этим, друзья, хотим у вас спросить, у нас есть 3 минуты до перерыва, давайте поголосуем. Если вы согласны с мнением Андрея Иванова в том, что вот эта вот реакция Радия Хабирова на критику, это неуверенность в себе, это некие эмоциональные порывы, какие-то экспромты незапланированные, голосуйте по номеру 262-72-47. Вы согласны, да, с Андреем Ивановым? Если вы не согласны с нашим коллегой-журналистом и считаете, что поведение вот этого, да, высказывания Радия Хабирова на критику — это осознанная, выверенная позиция, которая планомерно озвучивается для достижения четких целей в политике и экономике, то есть, в общем, здесь нет никакой неуверенности, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел.
Итак, мы запустили голосование. 262-72-47, номер телефона для тех, кто согласен с мнением Андрея Иванова в том, что остро реагируя на критику, Ради Хабиров демонстрирует неуверенность в себе, и это для него незапланированные какие-то шаги, да, резкая реакция, которая, в общем, выдает, может быть, слабость даже, да, 262-72-47. Нет, это не так, это осознанная позиция показать, в конце концов, кто в доме хозяин, никакой здесь незапланированности нет, в общем, это запланировано, задумано, и так и должно быть. 262-72-48. Довольно сложный, да, вопрос? На самом деле совершенно несложно. Это политика. Я думаю, что, учитывая команду Хабирова, учитывая, что там, я не знаю, тот же Ростислав Мурзагулов есть, который, скорее всего, я не уберусь утверждать, возможно, Ростислав, поправьте меня, но мне кажется, все это действительно очень четко запланировано, очень четко выверено, и каждая реакция Ради Хабирова происходит вот именно так, потому что она так должна происходить. Давай еще раз вспомним, да, наших политологов, которые приходят к нам в студию и рассказывают о том, что у нас жители региона каждый раз, когда там меняется власть, каждый раз хотят либо жесткую руку и жесткий кулак, либо каких-то там, не знаю, либеральных послаблений. Либеральные послабления у нас были при Рустеме Хамитове, вот сейчас жесткий кулак, которого все хотят. Вот, пожалуйста. Ради Хабиров дает ровно то, что люди от него хотят и ждут. То есть Ради Хабиров и его команда считали запрос общества и дают обществу именно то, что оно просило. Вот если вы так считаете, голосуйте по номеру 262-72-48. Это второй вариант, да? Если все-таки вы так не считаете и думаете, что это неуверенность в себе, 262-72-47. Я думаю, с неуверенностью в себе у него все хорошо. С уверенностью, точнее, в себе. Ну что, друзья, еще голосуем 10 секунд, давайте, и будем подводить итоги голосования, после чего уйдем на перерыв, у нас будут новости. Итак, что мы получили? Довольно активно наши слушатели проголосовали, и, на мой взгляд, результат неожиданный, но, видимо, это аудитория «Эхо Москвы». 82% за то, что это неуверенность в себе, и 18%, что это планомерная, выверенная позиция. Вот такие вот у нас результаты. Ну что, перерыв, уходим на новости. 7 часов 30 минут в Москве. Новости. Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым выступит в ближайшее время. Из Хартума поступает информация о военном перевороте. Как передает телеканал Аль-Хадас, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании. В районе значительно усилены меры безопасности. По сведениям телеканала, в эти минуты проходит экстренное заседание главного командования армии Судана, но без участия президента Омара Аль-Башира. Лидеры 27 стран ЕС согласовали отсрочку по Брекситу до 31 октября. Упорядоченный выход Великобритании из ЕС состоится в первый день месяца, следующего за ратификацией договора обеими сторонами, если это произойдет до 31 октября, говорится в решении саммита ЕС. При этом Великобритания должна провести в мае выборы в Европарламент. В противном случае Брексит наступит уже 1 июня, но без сделки. Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишес и депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее профильный Думский комитет по информационной политике рекомендовал применять ряд поправок к этому документу. Многие пользователи опасаются, что принятие этого закона ограничит свободу информации в России. Первое чтение законопроекта о тестировании электронного голосования в Москве ожидается сегодня в Госдуме. Поправки подразумевают такую возможность уже на выборах в Мосгордуму этой осенью. Сама по себе идея достойна внимания, но депутаты явно торопятся, заявил «Эху» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконянц. Присматриваться к этой идее, безусловно, нужно, и экспериментировать нужно, на мой взгляд, не на реальных выборах, где действительно там цена ошибки слишком высока, а на каких-то, может быть, небольших местных референдумах, возможно, каких-то голосованиях в школах, с тем, чтобы убедить общество в надежности этой системы, в удобстве этой системы. Необходимо время для того, чтобы подготовиться к ее внедрению, подготовиться к тому, что избиратели смогут голосовать со своих мобильных телефонов, с домашних компьютеров.
Мелконянц добавил, что уже были страны, которые отказались от подобной практики. Причиной стали опасения в области безопасности и сохранности системы от хакеров. В Москве сейчас плюс 6, днем от 10 до 12 градусов тепла, местами небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Сурюбы 75. Телефон 216 11 22. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. В конце недели днем на «Эхе Москвы» в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В отношении директора государственного унитарного предприятия Управления административных зданий Эльвиры Берг возбуждено второе уголовное дело. Следствие установило, что в 2015 году предприятие передало компании «Аврора Плюс» нежилые помещения в аренду до 2030 года. При этом директор ГУП УАЗ, зная, что по договору арендатор сам оплачивает коммунальные услуги, а также за свой счет делает текущий капитальный ремонт, приказал своим подчиненным оплатить коммунальные услуги за период с 2015 по 2018 годы. Кроме того, за счет предприятия был сделан ремонт объекта, используемого под торговые помещения, на общую сумму более 26 миллионов рублей. Также в 2018 году ГУП УАЗ продал компании «Аврора Плюс» помещение, числящееся как старая котельная, по цене около 800 тысяч рублей. На самом деле на этом месте стояла новая котельная стоимостью более 9,5 миллионов. Как сообщает Следственный комитет республики, причиненный действиями злоумышленницы ущерб оценивается в сумму более 35 миллионов рублей. Напомню, ранее против Эльвиры Берг уже было заведено уголовное дело. Ее обвиняют в посредничестве при передаче частным лицам 4 земельных участков и государственных зданий в обход конкурсных процедур. В настоящее время она арестована. В Уфе задержана женщина, подозреваемая в истязании своих и приемных детей. Следствие установило, что она с 2014 по 2019 год избивала своих детей, дочь 14 лет и сына 11 лет, а также приемных мальчиков в возрасте 7 и 10 лет в качестве наказания. Женщина запретила детям что-либо рассказывать своему отцу, но они это сделали. После этого детей у нее забрали, а приемных мальчиков отдали в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних. После возбуждения уголовного дела женщина скрылась и была объявлена в федеральный розыск. 10 апреля подозреваемая была задержана. Ранее ГТРК «Башкортостан» сообщала, что женщина называет себя ритмологом и состоит в организации «Ирлем», которая считается деструктивной. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Руководство заповедника Шульганташ в Верховном суде оспорило постановление правительства республики и Минкульта. Как сообщает медиакорсеть, в этих постановлениях, принятых с 2014 по 2018 год, речь идет о смене правового режима на территории самого заповедника. Для проведения любых работ сотрудники Шульганташа должны были запрашивать разрешение у Башкультнаследия. По мнению сотрудников заповедника, это парализовало их работу. Напомню, в августе прошлого года директор заповедника Михаил Косарев был оштрафован за строительство отапливаемого туалета для туристов в 2 километрах от пещеры. Через несколько месяцев за строительство забора без согласования с Башкультнаследием Косарев был оштрафован на 200 тысяч рублей. Теперь по решению суда заповедник продолжит свою работу, не запрашивая разрешения на ведение своей ежедневной деятельности представителей Башкультнаследия и научно-производственного центра при нем. При этом собеседники медиакорсети отмечают, что нормативные акты, которые оспаривали в суде, были необходимы для того, чтобы сохранить наскальные рисунки и внести их и будущий музейный комплекс под охрану ЮНЕСКО. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе ясно, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 17 градусов. Сейчас за окнами ясно, 9 градусов тепла. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И у нас гость в студии, как мы и анонсировали. Писатель Александр Цыпкин и актер театра и кино Дмитрий Чеботарев. Друзья, приветствуем. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы такое нам в Уфу привезли, что это за проект, такое беспринципное чтение? Рассказываем. Мы читаем, не поверите, рассказы со сцены. Так. Не только мои, а различных авторов, если мы говорим про проект «Беспринципное чтение». Если в цифрах, сразу просто перейду к делу. 3 года, 200 чтений по всему миру, 120 тысяч зрителей уже, наверное, около 20 писателей и около 50 актеров самого разного уровня, от самых топовых до начинающих. Вот. В Уфу мы приехали в замечательном составе. Дмитрий Чеботарев, один из самых наших первых резидентов, Максим Виторган и Анна Михалкова. Вот они летят на самолете сейчас или через пару часов. И самое главное, что в этом году мы начали такой проект, как фестиваль «Открытое беспринципное чтение», в котором принимают участие не только, соответственно, московские авторы и актеры, а местные. Поэтому у нас сегодня будет 3 местных писателя, точнее тексты 3 местных писателей, и будет на сцене 1 актер. Но если я правильно понимаю, один из писателей будет читать сам. Айдиль, по-моему, решился, что он будет читать сам. Айдиль Юлдашев. Да, совершенно верно. Мы вчера репетировали. У него прекрасный рассказ. Я, честно говоря, давно не был под таким впечатлением от вроде бы такого легкого, не сложного с точки зрения, там, не знаю, сюжета или смыслов, но очень проникновенного рассказа. Вот вы говорите, что будут произведения наших уфимских писателей. Да, как вообще? Да, во-первых, озвучите, пожалуйста, кто именно там будет. Ася Габдуллина, Артем Колодин и, соответственно, Адиль Юлдашев. Как вы отбирали? Как это все происходил? Процесс выбора произведений, выбора писателей, да, которые это все пишут? Вот сама коммуникация. Да мы, честно говоря, повесили в сети. На заборе объяву повесили. Отозвались сами. Люди сами написали, мы выбрали, почитали, выбрали то, что нам понравилось. Проект называется «Беспринципное чтение», вообще никаких принципов. Вот это вообще я хотел понять. Название, в чем суть? Фамилия Цыпкин,
знаете ли, особо не повыпендриваешься. Вот Чеботарев красивая фамилия, вот прям можно яркая, повыпендриваться, да? Хотя, когда узнал, что от слова чоботы, мне Сергей Леонидович Гармаш рассказал, говорит, да что ты, говорит, Цыпкин, не нервничай, Чеботарева вообще в честь сапог назвали. Вот. А с фамилией Цыпкин особо не попантуешься. И поэтому придумал вот это такое беспринципное чтение. А под это уже была подтянута концепция, что нет никаких правил. У нас читали, повторюсь, вот, наверное, люди всех профессий, у нас читала порнозвезда один раз. Ох ты. В России или за границей? Нет, российская порнозвезда. Причем неплохо читала. Ну вот, нет... Что читала? Один из моих рассказов. Нет принципов для автора для попадания. Это может быть... Нет, это чаще всего не писатели. Нет, конечно, у нас есть мощные писатели настоящие, я имею в виду, там, Александр Снегирев, русский букер, или Марина Степнова, она, по-моему, нацбест получила. Ну, сейчас могу ошибаться, с какой на премию, или на Рене Абгарян. Но есть тексты совершенно просто блогеров, и это замечательно. Соцсети всех уравняли. Знаете, Бог сделал людей равными, или как там, сделал людей, коль равными, так вот соцсети всем дали равные права. Правильно ли я понимаю, что аудитория беспринципных чтений, она очень разная? Или все-таки примерно одни и те же люди в разных городах посещают? Ну, наверное, все-таки есть общие черты. Это люди с чувством юмора, безусловно, хотя у нас много драматических произведений. Это люди все равно прогрессивные, потому что у нас часто может прозвучать в рассказе, допустим, нецензурное слово. У нас поднимаются достаточно аморальные темы, и поэтому тургеневские барышни могут не выдержать. Но в целом публика прекрасная. Были прецеденты, когда не выдерживали и, там, не знаю, уходили вставали, люди? уходили? Да, конечно, бывает такое. Как же это потом пишут, как вы могли. Фу-фу-фу, да? Да, фу-фу-фу. Вы что пишете, что бывает, существуют в России публичные дома, этого не может быть? Я говорю, да вы что? Извините, пожалуйста, да. Вот, Дима сегодня будет читать рассказ о том, как поспорили болельщики «Зенита» и «Спартака» в публичном доме. Вот. Да? Надо немножко адаптировать, там, болельщики, не знаю, там, ФК Уфа и какого-нибудь, ближайший, кто у нас тут, Оренбург, Казань. Авангард и Салават Юлаев. И Салават Юлаев. О, отлично, отлично. После матча. Не сыпь ты тут соль всем на рану, а? В 7-м матче, в овертайме. Я понимаю, как ребята. Было грустно, да, было очень грустно. Ну, бились все. Но я как болельщик ЦСКА. Майт тоже пролетели СКА. Мы, кстати, ждали финала именно ЦСКА, Салават Юлаев, но в этот раз не знаю, кто мы. Я вот СКА ждала, например. Так вот мы и поделили стол. Да. СКА. Я ждал финал СКА, понимаете? СКА, да. Что был как сказка. Третий кубок за несколько лет подряд, почему бы и да. Почему бы нет? Почему бы и да? Почему мы вообще с книг на хоккей перешли? Я не понимаю. А в этом и вся суть творчества Александра. Там стыкуются нестыкуемые. Начали с публичного дома, закончили СКА. Самым темным, нецензурное слово не стыкуем. Самое низменное. Вот наверняка больше всего Александр спрашивает вас по поводу как женщины непреклонного возраста, да? Книга бестселлер, которая основана на социальных сетях. Расскажите более подробно, как вообще идея пришла, как это все сработало? Мой определенный успех, ограниченный, кстати, пока, и мы еще есть куда и расти, это побочный эффект от моей основной работы в качестве специалиста по маркетингу, по пиару, которому нужно было просто в 2015 году оживить свои социальные сети. И я для того, чтобы... То есть собственную страницу раскачать? Да, раскачать страницу нужно. Я работал пиар-директором Мегафона в Питере. И я понимал, что нужно, раскачать страницу. Я написал 4 или 5 рассказов. А то, что из этого вот все появилось от кино до вот этих бесконечных чтений, это все побочный эффект. Я, конечно, не предполагал, что это получится так. Вот и все. Просто занесло. Слушайте, я очень люблю спрашивать, на самом деле, про то, как и что пишут писатели в разных регионах. Вот есть ли какая-то разница условно в рассказах, которые вам представили наши, уфимские ребята, да, содержание, не знаю, смыслы, проблемы, и, я не знаю, там, в Москве, в Питере, в Казани, где угодно. Отличается ли проблематика? О чем сейчас пишут вообще? Да обо всем. Кроме публичных домов. Нет, это как раз никто, кроме меня, не пишет. Нет. Так их нигде нет, Саша. Нигде нет, конечно. Их же нет. Жопа есть, а слова нет. Да, помните? Нет, никаких различий я не вижу, честно говоря. Пишут от каких-то жизненных ситуаций. Да, есть всегда такой блок рассказов про все хорошее. Вот. Или блок рассказов чрезвычайно трагических. Но мне достаточно самого хватает трагических рассказов, но я стараюсь, чтобы было не больше, 20%. Но рассказов, где
у нас проект — это драмеди. У нас всегда есть и в каждом рассказе какая-то лирическая нотка, и в целом во всей программе всегда будет 1-2 драматических рассказа и много смешных. И мы выбираем такие вещи. Поэтому какие-то темы особые никто, я бы не выделил. Нет, везде одинаково. А что насчет национальной я бы сказал, тематики? Что тематика нигде не разнится, потому что люди все равно об одном думают и одного и того же хотят, куда ни приезжай. Но вот, например, я сталкивался с рассказом в Калининграде местного автора, и сегодня буду читать местного автора. Это 2 разных дыхания. Абсолютно. То есть там, я не знаю, может быть, Калининград, морской воздух, еще что-то. Янтарь, бриз, там, вот это да, вот всё. там вот что-то такое. А здесь рассказ более социальный, более даже в описаниях, разница есть в этом какой-то местность все-таки есть в рассказах, именно в описании. Хотя мы стараемся рассказы выбирать, где поменьше описаний и побольше действия, но от этого все равно не уйдешь. И вот через описание как раз есть, мне кажется, колорит. Ну, как раз я, если стараюсь выбирать, то я, наверное, меньше всего обращаю внимание на какой-то местный колорит. Мне хочется, чтобы рассказ был универсальный. Потому что я сам стараюсь писать рассказы, которые будут читаться одинаково в Нью-Йорке, в Лондоне или в Бангкоке, неважно. Только герои будут меняться. То есть, имена. чтобы в другом городе не нужно было пояснять, что это. Вот это бывают какие-то такая общеизвестные вещи. Понятно, что если ты пишешь про Петербург, про Дворцовую площадь, многие поймут, да. А в целом хочется рассказ, который не привязан. Вообще рассказ для чтения со сцены все-таки действительно не так легко удержать зрителя 2 часа просто человеку с листом бумаги. Мы поэтому отбираем те рассказы, которые, наверное, даже в меньшей степени литературные, а в большей степени театральные. Действия, события и какие-то развороты сюжета. Все. Вы больше затрагиваете какие-то бытовые, жизненные истории, условно говоря. Тренды есть какие-то, там общественно-политическая повестка, может быть, больше становится популярной? Жизненная история. Этот рассказ должен быть не только прочитан в любом городе, а в любое время. Пройдет 100 лет, и должна быть та же самая реакция у зрителя. Условно, да, вот в России там проходит 100 лет, и коррупция, она как была, так и никуда не уходит. В принципе, да, можно же об этом? Или это все-таки нет? Почему? Если есть смешная тема какая-то про... например, у меня сейчас будет рассказ, называется «Люди своевременных взглядов». Он, несмотря на то, что вроде бы на любовную тему, он, конечно, про то, что происходит в обществе. Там сюжет очень простой. Жена возвращается домой и говорит мужу, топ-менеджер, говорит: слушай, у всех вот есть любовница, а у тебя нет, тебя за это уволят. Потому что все считают это правильным. И он начинает давить со всех сторон. Его начальство давит. Говорит, ты не так... И она говорит, девиация — то, что большинством считается девиация, а не то, что думаешь. И он в итоге заводит любовницу, потому что со всех сторон ему сказали, про тебя в министерстве уже спрашивают, что ты непосредственно тебя развел в коллективе, потому что у всех есть, а ты один такой. И он отказывается от своей любви, разводится с женой, все плохо кончается, но это такая антиутопия, вроде бы на такую веселую тему, но понятно, что сегодня, когда ты не такой, как все, то общество начинает давить, даже если ты вроде бы соблюдаешь для себя абсолютно понятные правила и какие-то нормы. Но вот в таком смысле, да. А так я вообще не очень люблю общественно-политическую повестку. Почему? Ведь актуальнее становится, проблем все больше и больше. Как-то людям должно быть это интересно, нет? Да что может быть актуальнее человеческих взаимоотношений? Да. Понятно, что людям интересно нельзя. Очень простые вещи. Любовь, дружба, как раз и все. Политическая повестка, она через 10 лет все через неделю поменяется. Человек хотел любви и понимания, так и будет. То есть, скорее, да, именно человеческая вот эта персона, человек на фоне там каких-то повесток. А в какие условия он помещен? Плюс я бы хотел, чтобы люди после наших чтений уходили более счастливыми, чем они пришли. Драматических, вот так сугубо драматических, общественно-политических авторов без меня хватает такое количество. У нас тотальный дефицит хороших комедийных писателей в России в целом. И поэтому я периодически сваливаюсь. Я конъюнктурщик и сваливаюсь в драму, потому что без драмы в России не выжить. Но по-настоящему я вижу свое предназначение, чтобы люди смеялись не над пошлым, а над каким-то, как мне кажется, интеллигентным юмором. А почему не хватает? Что, посмеяться не над чем? Грустно у нас все? Для грустных Россия. Россия, во-первых, да, Россия для грустных. Поэтому у нас ты великим человеком не станешь, если ты счастливый. Ты несчастный должен быть. Тогда страдай. Страдай, тебе все сочувствуют тогда. Если ты пишешь про страдания, то попробуй нас сними хорошую, там, не знаю, классную комедию. Зритель полюбит, а кинематографическое сообщество, наверное, скажет, окей, ладно.
Ну, а вот если ты написал жесть полную, и все умерли, все умерли, то, да. Да, поэтому я говорю, я сам сваливаюсь в это. Это колоссальное давление, потому что ты пишешь реально, как мне кажется, хорошие, смешные рассказы. Потом приходишь в театр, читаешь этих 5 рассказов, а один читаешь драматически примитивный. И тебе подходит и слушай, Он заходит. Последний рассказ, вот это гениально, вот это здорово, ну, черт подери. Ты просто математически рассчитал те точки, в которые ты надавишь на человека, он прольет слезу. Это и здорово. Работает. И работает. Это уровень такой, вот я не знаю, культуры, восприятия это такой. менталитет. Да, и мне кажется, вот даже я слышал такую версию, и она мне близка, и я считаю, что она достаточно имеет право на существование, что один режиссер сказал, очень долго пытался понять, как ставить в спектакле русские пьесы. И он долго ломал голову, и на самом деле понял, что все очень просто. Русский театр про смерть, европейский театр про жизнь. Поэтому у нас «Чайка» — это комедия. Да, поэтому и авторы, пытаясь каким-то образом выделиться на общем фоне, да, они понимают, что они напишут что-то веселое, но мне поэтому ко мне литературное сообщество такое профессиональное очень часто относится на грани пренебрежения и презрения. После того, как у меня книжка вошла в топ-10 вообще всех книг в этом году между Хаксли и Пелевиным, то все, мне, я думаю, ненавидит там половина. Ага, что, вот это вот, значит, началось, как да? Какая конкуренция, такое? грызня. Да, как же так? Ой, слушай, а мы сейчас болтаем, и я понял одну вещь. То есть человек смеется, это реакция удивления, и она длится там полсекунды, ну там 3 секунды. А страдать ты можешь держать в себе это годами. Часами, да. днями, годами. То есть поэтому, посмеялся, забыл, все, прошли, сдуло. Давай, а дальше. если ты впал в депрессию, в переживание, то ты можешь качественно, надолго и со смаком. Поэтому он и западает, мне кажется. Вот это очень мудро. Чеботарев в разы более начитанный, чем я. Более того, он играет в одном из самых сложных театров, электротеатр Станиславский. И уж точно не про веселье, мне кажется, совсем не про веселье в спектакле. Но потом еще, мне кажется, у нас тяжелая история, особенно последние 100 лет. Чего говорить? Одна из самых драматических историй среди всех стран. 100 лет, каждые 10 лет попадали постоянно на какую-то на трагедии. Люди просто боятся хоть чуть-чуть почувствовать себя счастливыми, потому что сейчас же прилетит обязательно. А шансы есть? Что-то вообще меняться начало или, возможно, начнет? Слушайте, я понимаю, что сейчас меня забросает всем чем угодно, но давайте опять же сравним последние, 10-15 лет со всей российской историей. Вот со всей российской историей. То есть 1000 лет и 20 лет. Да, и давайте вспомним, а когда мы последний раз жили вот так более-менее спокойно, без смертной казни, что уже уже немаловажно, относительно, хоть в каком-то небольшом благополучии, выезжая за границу свободно, более-менее говоря то, что мы хотим, да, без постоянных войн, а просто небольшие локальные какие-то, да, но с полными магазинами, да, с бедным населением в большей части, но все равно, опять же, сравнимо за всю тысячелетнюю историю. Но хоть чуть-чуть нам удается. Да. И я далеко не уверен, что пройдет сейчас у нас этот период, и что будет после него. Я, к сожалению, очень может быть, что мы будем вспоминать эти, 15-20 лет, как одни из самых нормальных лет жизни, при всех имеющихся больших у нас причинах для критики, понимаете, да? Поэтому есть надежда или нет, не знаю. Мне кажется, у человечества вообще с надеждами очень напряженно сейчас стало. И вот из-за вот этих айфонов и всей робототехники, просто скоро нам не останется места. Я был недавно в Яндексе, не поверите, по своим делам, в офисе, да. И они мне уже показали, ты понимаешь, да, что такое водители все не нужны будут. Все уже, у них уже проект автоматически. Это у нас в России, не в Силиконовой долине. Не в Силиконовой долине. Или тут где-то был банк, оттуда 3000 юристов уволили. Людям не остается места. И это гораздо большая проблема, чем все остальное. Отсутствие занятости, непонятно где работать, как работать, что делать, куда. Вот это нас ждет, мне кажется, очень тяжелое будущее. Именно поэтому литература сейчас очень важна. Контент. Кто будет создавать контент, тот и будет процветать. Наверняка вы слышали и знаете о деле Кирилла Серебренникова, да? Не можете не знать. Мы не можем не знать, потому что Гоголь-центр — это наш дом. Площадка ваша, на котором мы выступаем, и мы очень рады, что Кирилл вернулся. А о чем это может говорить? Почему? Что случилось? Что-то изменилось? Больше всего я не люблю диванных экспертов. Я готов
рассказать про пиар, потому что я в этом понимаю, и работал 20 лет, готов рассказать чуть-чуть про литературу и театр. Я не готов давать никакие оценки. Я очень надеюсь, что это не просто временное явление, что их отпустили под подписку, а что все это дело прекратится, и время это уйдет в прошлое. Вот это. И лично я верю в абсолютную невиновность. Тогда вот так, все. а возможно ли вот после этой всей истории продолжить творчество в том же духе, вот как Кирилл работал до этого, вот на ваш взгляд? Вот вы бы, ну, понятно, что в этой ситуации Я, себе например, вы представить знаете, спасибо Мише Зыгорю, он меня пригласил на проект, который был создан им и Кириллом в момент домашнего ареста, называется МХТ, мобильный художественный театр. Кирилл 2 часа имел право гулять по Москве, по небольшому району, и они создали спектакль о домах этого района. Мгм. Фантастический текст от революции 30-х годах, о репрессиях, о героях булгаковских. То есть ты 2 часа ты не можешь перестать, ты не можешь отвлечься ни на секунду. И вот пример, да, наверное, этот проект не получился бы без... Я думаю, что, безусловно, такой талантливый человек, пройдя через такой этап жизни, он точно выразит это каким-то образом в творчестве в том числе. Я был бы рад, если бы этого периода все равно не случилось. Я не тот человек, который скажет, но зато он как будет. Не надо. Вот, честно говоря, лучше бы не происходило этого. Кстати, вот про это, мобильные Художественный всякие, театр. да, мобильные вот эти вещи, тоже у Зыгоря потрясающий, по-моему, совершенно проект 1968 Digital. Да. Вот такой формат, да, ну, я не знаю, в курсе наш слушатель или нет, это там в Инстаграме буквально какие-то вещи, когда там исторические личности якобы ведут свой Инстаграм, рассказывается история через Инстаграм, условно, кого-нибудь, там, Бродского условного, да, там, читаются стихи. Вот такой формат, насколько он популярен сейчас, насколько у него будущее есть, ну, он востребован или нет? Огромное будущее, всего, что связано с социальными сетями, трансформацией текста в лайв-режим. Конечно, будущее только за этим, по сути дела. В кино на минуту, которое будет выкладываться в Инстаграме. Я не так давно писал сериал, в котором каждая серия занимала 1-1.5 минуты. Уверяю вас, на нашей с вами памяти сериалы перейдут в... Да, уже есть сериал, короче, называется. В 5-минутной серии, все. Вот, и пожалуйста. это будет отдельно взятый как ситком история? Конечно, да. Это будет 5 ситком. минут? Да, нет, там весь сюжет. Я укладывал весь сюжет в минуту. Минута? Слушай, да я на Анну Каренину все минуты ложил, если вы не в курсе, вот этот клип на музыку БГ, пожалуйста, ничего, мне распяли, но я встал. К сожалению, наше время подошло к концу. Благодарим наших гостей, авторов проекта «Беспрецедентные чтения», писателя Александра Цыпкина и актера театра и кино Дмитрия Чеботарева. Всем хорошего дня. Всех ждем. Спасибо, до вечера.